Ассаламу алейкум, Дуруд. И всем здравствуйте. Опять будем говорить на русском. Да, я не русский, не учитель русского языка, но я постараюсь говорить, чтобы был понятно русскопонимающие люди. Есть акцент, есть проблема, так есть речь немножко не то звучит, но все равно кто хочет, тот понимает. Тот понимает, кто хочет. Я честно, вот зрители мои все они не спят, потому что Рамазан, пока люди сидят, ждет утренний кушать, да, утренняя еда. Вот. И кто потом спит уже завтра, может посмотреть. Я бы хотел говорить о том, что я смотрю видео в последнее время. Видео о плене, русский пленник, который находится в Украине. Вот я удивляюсь иногда, я сижу, просто думаю, да, вроде бы главнокомандующий Путин начинал спецоперация, как он говорит, что он начинал там какой-то спецоперация, да, я так поставлю, чтобы мне тоже было хорошо видно, да? Он начинал спецоперация, ну понятно, ну, допустим, пусть будет его слова. Весь спецоператчики, да, спецоператчики, которые попали в плен, они говорят, что мы спали, говорят, мы не в курсе вообще, куда поехали. Нам не говорили, что это спецоперация, просто мы поедем, покатаемся на танку там, на учение. Потом я спал, говорит, все, я не помню ничего. Проснулся, оказывается, я нахожусь в Украине. Знаете, что интересно? Водителя танка спрашивают, кто ты, говорит? Говорит, я лейтенант, младший лейтенант или сержант какой-то, да? Говорит, вот, чем ты занимался вообще-то? Как ты приехал сюда? Говорит, я не знаю, говорит, а ты кто вообще по профессии? Говорит, я танкист. Ну, танкист, как ты приехал сюда? Говорит, я был за рулем, говорит, уснул, проснулся, говорит, в Украине уже нахожусь. Понимаете, это в чем прикол, да? Вот как это понимать? У меня вопрос. Вот весь вот это русским вышестоящим людям, да, которые вот начинали вот это ваша спецоперация, да, как вы говорите, спецоперация. Как вы это начинали, как вы это планировали, что солдаты об этом не знали? Спецоператчики, они не знали, вот куда идут. Танка поломался, я спал, проснулся в Украине, оказывается, я вообще не в курсе, говорю. Мне не сказали, что ты едешь в Украину, мне сказали, что покатаемся на танку и потом, короче, обратно приедем. Вот. И я сидел, покатался, устал, уснул. Или вы всем солдатам перед тем отправить туда, ближе к границе, вы даете какую-то таблетку от сна, что так крепко спит, на звук танки, на все они не проснется. Как это понимать? Понимаете? Ну, однозначно, я думаю, что кадыровцы, у них нет оправдания, потому что они вот выходят, они вот говорит, что открыто мы едем в Украину, вот так, да, у них нет оправдания, я думаю, да?
Оказывается, у них тоже есть оправдание. Они тоже оправдываются. Вот одного интервью берет, говорит, как ты попал сюда? Говорит, я не знаю. Нам сказали на учении, я на машину спал, уснул, говорит, а утром проснулся, оказывается, нахожусь в Украине. Но они при этом число, время, все помнят. Но только уснет какой-то момент, при пересечении границы они, оказывается, все уснет. Они не знают, зачем, за что они туда ехали. Вот. А потом кадыровцам вопрос задает. Говорит, что ты же на видео кричал, орал, что ты едешь освобождать, у тебя в руках оружие, вот так. Нет, говорит. Это нам сказали, мы просто на ТикТок видео снимаем. Мы не едем никуда. А мы просто так на ТикТок снимаем видео. Мы там снимали на ТикТок видео. А так нам сказали, что мы не едем. Мы не в курсе были, что едем сюда. Мы снимали первый на ТикТок видео, орали, кричали, а потом нам сказали, что у нас есть учение, а мы спали, проснулись, оказывается, в Украине находимся. Я не знаю, как весь главнокомандующий России, вот от Путина, начиная Шойгу и остальные, ну тот, кто начал срать, да, вот это, как они отвечают, как они ответят на это, все солдаты, военные, офицеры, контрактники, срочники, все они при пересечении границы спали. Они не знали, они не в курсе были. У всех вот одинаковая история. Вот танкист за рулем спит, проснется, оказывается, уже на дорога Украины он ездит. Оказывается, читает, там украинский написано. Вот при этом они остаются там, до сих пор, пока в плен не попадают. До этого времени они не знают, что они там делают. Никто из них не стрелял, ни один пуля. По их словам. Но они при этом сколько дней находятся по территории военные действия, которые проходят военные действия. Но они до этого не знают, зачем они в Украине находятся. По их словам. Понимаете? До этого российский солдат не знает, зачем, за что они там находятся. А когда в плен попадают, а потом очухаются, оказывается, уже в плену. То ли их так учили там, что когда ты в плен попадаешь, ты скажи, я спал. Все, я ничего не знаю. Я не в курсе. Просто я спал, проснулся, на территории Украины нахожусь. Я спал, проснулся, уже я на Украине. Вот так скажи. Ни один солдат я не видел на интервью, что как мужик вот выходит, да, если я был бы, я поехал бы, я как мужик осознавался бы, да, я прекрасно знаю, куда я еду, за что я еду туда. Это я прекрасно понимаю. Но при этом у меня приказ, я выполняю. Мне без разницы, здесь бандеровцы, не бандеровцы, без разницы.
Я наемник. Я возьму деньги, я делаю. Дай мне двойной деньги, я обратно буду воевать. Это моя работа воевать. Вот, например, канадский снайпер получил деньги, приехал. Или другой кто-то. Да, это их не работа. Они вот так и зарабатывают в жизни. Если я кого-то убью, мне 30 лет тюрьму дает, а они все убьют и деньги зарабатывают за это. Это еще нормально. Понимаете? Нет такого вот мужика я не видел. Вот выходил, сказал, я был бы, я сказал бы конкретно, это моя работа. Дашь мне деньги двойной, ставка такая, я обратно буду воевать. Мне похрен, там кто есть, кто нету. Это моя работа. Я выполняю, и я на этом зарабатываю деньги. Я контракт заключил с Россией. Мне похрен, куда меня отправляют. Хоть мне на мою родную родину отправляют. Я поеду туда и буду воевать. Потому что это моя профессия. Вот такое слово не звучит ни от одного человека. Понимаете? Не звучит. Вот я, например, готова поехать воевать в Украину. Просто бесплатно, не за деньги. Не за деньги. Почему? Потому что народ классный народ, отличный народ. У них нет нацизма. Общительные, уважают, любого народа уважают они. Ценят, дружит, дружелюбный народ. Страна процветающая. Мне жалко это народ, чтобы они потом стали как Таджикистан. Одного президента пихали туда и 30 лет лалакал. И украли, воровали, убивали. Вот такого я не хочу, чтобы был там. Я не хочу такого. Я готова поехать, без вопросов. Если они нападут в Польшу, я стопудово буду одевать форму и выходить и защищать эту страну, Польшу. Почему? Потому что когда мне было трудно, Польша мне защищала. Польша не дал мне сидеть в тюрьму, Польша не дал мне умереть, Польша не дал мне в руку врага, моего врага. Я не дам Польшу руку на его врага. Кто целым вражественным целым намерением приедет сюда, я защищаю эту страну. Я не буду убегать никуда. Умереть сегодня или завтра, любое время будешь умереть, без разницы. Ну, я буду защищать. Да, мне люди говорят, зачем тебе так. Это их мнение, а мое мнение это другое. Хлеб, соль надо уважать везде, где бы ты ни был. Ну, скажем, вот такой кирдык, короче, там идет. Вот я не знаю. Я бы хотел ответить бы за это Путин. Вот как это солдаты, не знающие солдаты, поехали на спецоперацию, которые они не знают. Реально не знают спецоперацию. Где проходит, как проходит, да? Не знают они. Как человек отдал таблетку, уснул и проснулся, оказывается, в Украине. Как это, как понимать это? То ли, скажи, они врут, они все знали. Военный не знал, куда они идут, какой спецоперации какой они операции должны выполнять.
да? Но при прихвату разговоре их, они кайфуют там со своей девушкой разговаривают, мамой. Я украл тебе, воровал тебе холодильник, там, не знаю, золото, деньги. Они об этом спокойно кайфуют, рассказывают. Когда в плен попадают, они сразу ничего не знают, ничего не украли, ничего не стреляли, ничего. Они спали как будто в танке, спокойно. И, оказывается, проснулись. Вот тебе Украина. И сразу под обстрелом остались, оказывается. Они не в курсе были об этом. За что их стреляют, они тоже об этом не знали, оказывается. Я бы хотел, чтобы вот это вот вся главнокомандующие, чтобы ответили они, что там у них творится такое. Почему спящих солдатов отправляют в Украину? Вот такая история я посмотрел Селиден почти. Вот. И потом у нас тоже президент сфоткался с людьми, сфоткался со всеми. В последнее время ничего не осталось сфоткаться с президентами. Он сфоткается с коровами, баранами, селфи делает, ходит. А я не хочу, чтобы Украина была такая тоже, как Таджикистан. Вот такой. Прошу, чтобы всех этих ответили на мои, скажем, вопросы, которые, как вы отправили те солдаты, которые действительно, они спали и не знали, куда они идут. Это такой спецоперация, который военный не в курсе. Дальше всем салам алейкум. Надеемся на победу, потому что хозяин Украины это украинцы. А там никто не имеет права свою музыку играть. Это их родина, они решают, что делать, что не делать. Они выбирают свою президенту, они их отстраняют. Это их права. Это не решат Путину или кому-то, чтобы кого они выбирают, кого не выбирают. Слава Украина, героям слава. Живе Беларусь, алдыга Казахстан, озоди ба Таджикистан. Когда-нибудь мы отстроим без диктаторов страну, которой вся народ, люди будут дружиться, дружно будет, взаимопонимание. Вот они будут жить. У них будет свой оборот, свой все будет свои. Они будут дружно жить. У них не будет вот такой вот подозрений, что-то там, пересечение границы. Вот это не будет проблем. Мы будем сейчас, дальше будем отстроить, как Европа сейчас, внутри нету границы. Вот. Ты просто полосочка пересек, уже там другое государство. Все, ни солдатов, ничего нету там. Просто стоит один камера, и ты поехал и приехал. Вот будем точно такой же границы отстроить, чтобы мы спокойно друг друга ездили в гости, работали, жили дружно, только без диктаторов. И не вмешивались внутренние в дела друг друга.
Вот такой мир мы хотим строить. Мы надеемся, что другие страны тоже будут слышать нас. И немножко проснется они тоже. И начинают поддерживать, чтобы мы тоже вот такой же одного диктатора удалили где-то землю и отправили куда подальше за русским кораблем. Вот представляете, у Рахмонова нет никакого силы и никакого средства, да? Он живет за счет попрошайничества. Вот ходит попрошайничает, дай мне деньги, дай мне деньги, дай мне деньги. 30 лет он попрошайничает ходит. При этом он осмелил, позволил себе убить американца, убить европейца, женщин и мужики, и пацанов, которые велотуристы были, они ехали по Дангаринской долиной, дорога Дангара. При этом они осмелили, совершили покушение, убили туристов. Несколько и американцев, и европейцев, да? И обвинив 4 школьника, 4 ребенка, такой пацана, да, за терроризм. И их тоже убили. Все, дело закрыто. И Америка молчит, Европа молчит, все молчат. Понимаете это? Вот он позволил себе убить и американца, и европейца. 7 человек он позволил себе убить, терроризировать. Один попрошайка. Вы понимаете, если у него в руках был бы сила, как у России, как у Путина, он бы, походу, весь мир он уничтожал бы. Вот такой Рахмонов. Все диктаторы такие. Но каким-то образом он тоже начинает кидать Путина что-то там, да? Неладно он чувствует. А Лукашенко все время обок Путина. Сейчас Казахстан не видно, Таджикистан не видно, не поддерживает Путина, походу. Они нашли себе другого покровителя какой-то, не знаю, то ли Китая, то ли где-то, да? Они туда себе пихали, и Путин остался сиротом вместе с Лукашенко вдвоем. А Лукашенко некуда идти. А там-то Китай близко, граничит Китаем. Все, они, походу, тихонько-тихонько отшивали Путина и сделали ЗАГС с Китаем, походу. Давай, мы согласны на все, ты поддерживай нас, уже Россия, посмотрим, что будет. Ну, вот такая ситуация есть. Так что, дорогие мои зрители и слушатели, поделитесь, подпишитесь. Кому не нравится, отпишитесь. А здесь никто никого не заставляет. А я постараюсь, как-то говорят, обсудить и свое мнение говорить здесь. Дальше больше. Всем салам алейкум и спокойной ночи. У нас тоже как-то уже 1:30. Я еще на улице нахожусь. Я тоже, походу, немножечко и потом поеду домой. Всем мир. И, кстати, еще одно хочу сказать. Уже в Таджикистане, короче, в банках нету денег. Понимаете, вот проблема о чем? О чем проблема? И в связи с этим, ну, Киргизия как-то опять начинает у нас напасть и перестрелка границы Таджикистана-Киргизистана происходит. Я слышал, что один человек тоже умер. Вот. Потом мне тоже, что ты не говоришь, писали. Что про Таджикистан не говоришь, это твоя родина. Писали. Вот. Что я скажу? Вот. Они
Вот так делают, и чтобы они кушали плов. Ошти. Я не знаю в этот раз, кто будет организовать, то ли Кыргызстан, то ли Таджикистан, но один из них тоже организует ошти. Плов они делают. Вот посидит, покушает еще. Там пару месяцев, пару недельку так тишина будет, а потом опять начинается. Но это решается, когда не будет диктатура. Когда не будет Рахмонова, это решается. Пока есть Рахмонов, это никак не решается. Никто не может этого решать. Это проблема в связи с Рахмоном. Вот проблема Украины в связи с Путиным. Пока не будет Путина, эта проблема не решается. Никак не решается. Это граничная проблема в связи с Рахмоном. Все, не будет Рахмон, будет точка над «и». Все решается. Раз и навсегда решается. По-хорошему или по-плохому. Два варианта есть, третий нету. То ли по-хорошему, то ли конкретно по-плохому. Ну, конечно, и мы, и народ Таджикистан, и народ Кыргызстан не хочет, чтобы по-плохому решалась эта проблема. Все мы хотим решать это нормально, по-человечески. 1 метр туда, 1 метр сюда, нормально будет. Куда попадает дорога, где нету Таджикистану дорога на те места. Земля Кыргызстан забираем, ну, числится территория Кыргызстана. Где у них такая ситуация есть, нет дорога прямо, а есть дорога по какой-то части территории Таджикистана, отдадим эту территорию. Все решено. Ну, не будет там тысячами квадратных километрами. Ну, какой-то там, не знаю, какой-то метр. Решается это. Спокойно. Это проблема в связи с Эмомали Рахмоном. Уже сотни раз они делают плов ошти. Сотни раз они делают. И еще сотни раз будет делать, оно не решается. Не решается. Почему? Потому что тряпка. У нас правительство тряпка. Они тоже, наше правительство тоже может отдавать не на розыск, да? Какой-то свой гражданина отдает на розыск, закроет. Женщину убивает, женщин закроет. Вот у них сила на это хватает. Ума сила, чтобы закрыть одну женщину. На одну комментарию. А там киргиз убивают, забирают землю. Все, ничего не может делать. Ничего они не могут делать. Все. Они тряпки просто, тряпки. Честно. Ихней сила хватает только на женщин. Вот ходит у меня домой. Мою матка спрашивает, маму мою спрашивает. Их зовут, забирает сестры, моих сестренку забирает отделение, допрашивают. На какой-то бумага подписывают, чтобы она не смотрела меня, класс не поставила, не поделила, да, не писала комментарию. Вот сила Таджикистана, чего хватает. А остальные все. Они тряпка. Решат проблема государственная, они ноль. Ноль. Так что всем салам алейкум. До завтра. Завтра еще будет видео.